Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Ну і як звычайна раз на 2 тыдні, але вось менавіта ў гэты дзень і ў гэты час мы сустракаемся у рэгулярных стрымах с нашай выдатнай эксперткай у сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістаркай эканомікі Алісай Рыжыченко. Добрый день, спадарня Аліса. Добрый день, Зміцер. Ну что ж, я так думаю, что мы падрыхтавалі нашим гледачам сюрпрыз у выглядзе аналізу того, что адбываецца на с валютным рынку, с валютай, але можа быть ўсё ж таки пачнем с нечага іншага. Якія самыя, ну апроч вот менавіта долара і курсаў, ўсё астатняе эканамічныя навіны, на ваш погляд, былі самыя актуальныя, самыя такія, што прыцягвалі ўвагу? Вот вы як эксперт, скажите нам. Ну, во-первых, вышла статистика по внешней торговле, по экспорту и по импорту, да, и мы увидели там страшные цифры, которые наконец-то нам показали реальную ситуацию, что происходит в экономике в белорусской. И как раз-таки мы увидели там снижение экспорта в страны вне СНГ, то есть не в Россию, а в другие страны, за сентябрь месяц на 42%. При этом импорт у нас увеличился в 1,5 раза. И по итогам 9 месяцев сальдо внешней торговли товарами у нас сформировалось в размере более чем отрицательное сальдо, более чем 3,4 миллиарда долларов. Это огромная цифра, рекордные показатели, и, естественно, в первую очередь это будет оказывать давление как раз-таки на валютный рынок. Это как раз свидетельствует о том, что то, что мы продавали в Россию, мы закупали в большей степени на Западе, да, вне странах СНГ, и либо мы закупали какие-то промежуточные товары, которые были необходимы для того, чтобы что-то производить и в последующем продавать в Россию. И как раз-таки то, что были введены санкции, которые начали действовать в конце сентября, там видно по цифрам, что в сентябре вырос в 1,5 раза импорт со стран вне СНГ, то есть пытались импортеры закупить, да, скажем так, втиснуться в последний вагон, да, закупить по старым контрактам, по старым ценам те товары двойного назначения, по всей видимости, да, которые попали под санкции. И для того, чтобы в последующем их перепродать в Россию, но уже мы будем видеть по статистике в следующем месяце, как будет происходить и как будет развиваться эта ситуация. Но в целом показатели очень плохие и свидетельствуют о том, что давление на валютный рынок будет оказываться еще сильнее. И, в принципе, вот та переориентация рынков, о которой говорили чиновники, она фактически не работает. То, чем они хвалятся постоянно, что они переориентируют рынок на африканские страны, на азиатские страны. Ну, африканские страны — это только 250 миллионов долларов экспорт. Это, ну так, чтобы понимать, это одна... Там 20-я часть экспорта в Россию по стоимостному выражению. То есть это такая капля в море, которая совершенно никак не влияет положительно на общие показатели экспорта и на показатели внешней торговли. То есть фактически задача по переориентации рынков провалена. Она успешна только в отношении России, но в случае с тем, что сейчас стагфляция для России — это один из самых позитивных сценариев развития в экономике, то, в принципе, перспективы не очень оптимистичные для белорусской экономики. Спадарня Аліса, ўсё ж таки давайте патлумачым тым, хто далёк ад эканамічных вось і гандлёвых гэтых усіх спраў. Ўсё ж таки, чаму не атрымліваецца павялічыць гандаль вот з гэтымі краінамі дальняй дугі, як яны кажуць там этой чыноўнікі, таму што далёка, эканамічна невыгадна, не канкурентна здольныя, кітайцы перабіваюць. Вот што, ці вот якія прычыны?
все вместе, все причины работают в данном случае. В случае с африканскими странами, к сожалению, те страны, которые готовы сотрудничать с Беларусью, не боятся попасть под вторичные санкции, у этих стран просто-напросто нету денег. Со странами Южной Америки такая же история. То есть фактически мы кредитуем этих покупателей наших товаров, мы сами им отправляем, даем им еще кредиты от белорусских банков и, в принципе, ничего не получаем взамен. Либо торговля происходит по бартеру. Что касается конкурентоспособности, конечно, тут очень большой у нас есть конкурент в виде Китая, а именно на российском рынке, потому что мы уже видим, как и машиностроительная отрасль уступает китайскому производству, и какая-то бытовая техника уступает китайскому производству. И тут, конечно, тоже много факторов, в том числе, что мы вынуждены завозить промежуточный импорт, закупать что-то на Западе, какие-то комплектующие, запчасти, и из этого уже потом собирать якобы под брендом белорусского и продавать. Но в итоге у нас издержки возрастают, потому что импорт для нас очень дорогим становится, и мы не можем конкурировать с Китаем ни по качеству, ни по цене, ни по гарантийному обслуживанию в последующем после продажи товаров. То есть тут все факторы играют совокупную роль. Плюс изменение цен на мировом рынке. С одной стороны, да, если мы берем, допустим, калийные удобрения, которые дают хороший доход, то у нас цена на мировом рынке по калийным удобрениям с начала этого года снизилась на 21%. В том же августе у нас сократилось в 2 раза, сократились поставки в Китай калийных удобрений. В сентябре мы сейчас немножко догнали эти цифры, увеличили по отношению с прошлым годом, но в любом случае это все равно низкие цены, и при любом наращивании объема мы не получаем ту выручку, которую получали еще год ранее. Плюс фактор нефтеторговли, да, и нефтетоваров. В 2024 году закончился этот так называемый налоговый маневр, то есть Россия прекратила выплачивать компенсацию белорусским НПЗ за переработку российской нефти, и фактически, то есть закупка и последующая переработка российской нефти стала очень дорогой, и вот исчезла эта маржа, да, которая раньше была при продаже нефтепродуктов для Беларуси. Поэтому вот эти все в совокупности факторы играют вот такую роль, что оказалось, что белорусские товары не так уж и нужны, не так их хотят покупать, и торговля осуществляется только благодаря фактически мольбам перед Россией, что купите у нас хоть что-нибудь. Ну да, вот, дарэчы, сапраўды дзіўная такая сітуацыя, калі беларускія тавары насамрэч, ну уже про якасць не будем говорить, а про што по выніку себе кошты на вельмі дарагія і не конкурентна здольныя. Мяне зараз здзівіла гэтая сітуацыя с нашумелымі тимберлендамі ад Белаза, якія, оказывается, шыюцца у Китаі, а шыюцца ў Китаі таму, што калі іх шыць у Беларусі, то яны будуць каштаваць як той Белаз. То есть вот як так вот атрымліваецца? Так получается, потому что у нас неэффективное управление государственными предприятиями. Если мы говорим про белорусский Элекпром, это, в принципе, касается многих белорусских предприятий государственных. То есть у нас есть огромный штат сотрудников, у нас абсолютно неэффективное производство, у нас старое оборудование, у нас нет доступа к закупке материалов, из которых шить, что-то производить по более дешевым ценам в связи с санкциями, в связи с затруднением логистики и так далее. То есть тут огромное количество сложностей, и получается, что то, что мы производим на территории Беларуси, из-за того, что предприятие неэффективно, условно, у нас есть китайское предприятие, на котором работает на самом лучшем оборудовании 3 китайца и шьют те объемы, которые производятся на старом оборудовании в Беларуси, и производят это там 130 белорусов. И, конечно же, и потребление энергоресурсов другое, и количество ресурсов, которые необходимо потратить на выплату зарплат и так далее. То есть тут вот такой фактор, что неэффективно управлять предприятием, в результате приводит к тому, что стоимость
стоимость вашего товара, который вы производите из-за неэффективного управления, возрастает в разы по сравнению с вашими конкурентами. Вот, в принципе, то же самое происходит у нас вот с белорусскими предприятиями. От, дарэчы, цікавае такое пытанне ад вожыка патрыёта з нагоды наших, так бы мовіць, адзінага рынку, куды можна пастаўляць тавары, фактычна гэта Россия. Днямі у Віцебску на лінію пусцілі новыя аўтобусы МАЗ, але высветлілася, што першапачаткова яны былі для Уфы. Гэта ўжо рэха скарачэння попыту на беларускія МАЗы ў России? Да, конечно, они же горят. Зачем на Россию МАЗы, которые горят? На самом деле по МАЗам ситуация была уже схожая еще в прошлом году, когда китайские и электроавтобусы, и грузовики начали вытеснять белорусские с российского рынка, потому что они по цене и по качеству намного лучше. По цене они намного ниже, и по качеству выше. У них есть гарантийное обслуживание, они не горят, с ними не случаются какие-то там поломки в первый месяц покупки. И, конечно же, у России, естественно, скажем так, понятно, у кого лучше закупать, да, лучше дешевле, более качественно, с гарантией купить у Китая, чем у Беларуси, тем более с Китаем сейчас налажено партнерство, сотрудничество торговое на высшем уровне в России. Такім чынам, вось гэтае пытанне праблемаў экспарта і дысбаланса знешняга гандлю, гэта, ну, зараз у нашай размове пункт першы, які уплывае на курс валют. То есть нясе такую рызыку. Зразумела, так, я запісаў для сябе першае. Я тут знайшоў таксама тут цікавы момант, але давайте пытанне таксама вожык патрыёт цікавіцца. До 25-го года застаецца крыху больш за месяц, а нічога не чуваць пра кантракты на газ і нафту з Россией. Няўжо ўсё гэтым разам спокойно дамовіліся? Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос, потому что действительно я не слышала никакой информации, нигде в СМИ не было никакой информации. Возможно, да, договорились по какой-то цене, но я не могу утверждать точно. У меня нет информации по данному вопросу. Ну да, сапраўды, с аднаго боку нідзе інфармацыі не было, калі б ужо контракты былі заключаныя, мне падаецца, то прапаганда б уже гэта трубіла про это паўсюль, асабліва калі б на больш-менш выгадных у параўнанні з іншымі краінамі дамовіліся б, уже расказвалі: смотрите, вот вам вынікі саюзнай дзяржавы і гэтак далей. А нема, значит, ну часам мы ж памятаем, калі у апошнія дні там перед самым Новым годом заключали гэтыя контракты, так что магчыма и такі вариант. Да, скорее всего, так и будет, но плюс еще газ газом, а вот нефть тоже под вопросом. Россия ожидает развития ситуации на нефтяном рынке, потому что Америка обещает нарастить объемы добычи нефти, что приведет к снижению мировых цен на нефть, в том числе на российскую, и это влечет за собой снижение нефтегазовых доходов для России. То есть, ну, тут такой момент, наверное, выжидают до последнего, да, возможного периода вот этого вот дедлайна, когда можно будет согласовать, чтобы была более понятна мировая ситуация. Дарэчы, а як вы думаете, ці можна чакаць ад того, что сапраўды зробяць, ну, нейкім чынам, ці там нарошчваннем здабычы, ці яшчэ як, ну, абваляць цэны ці не? Там можа Трамп і хацеў бы так зрабіць, наколькі на гэтае пойдуць тыя ж самыя іншыя краіны, якія лідары ў здабычы, там той же самый там Арабскія Эмираты? Я не думаю, что будет серьезный обвал цены, но снижение однозначно будет. В любом случае, если будет происходить наращивание добычи нефти, то цены снизятся. И, в принципе, власти России сами это предсказывают, да, прогнозируют. Они, закладывая проект бюджета, да, закладывали снижение мировых цен на нефть более чем на 10% на следующий год. То есть сами власти России не отрицают этого и прогнозируют свой бюджет уже исходя из этих показателей. Поэтому, конечно, обвала не будет, как там Трамп кричал, что по $30 за баррель, да. Я не думаю, что будут такие цены, но снижение будет, и оно в любом случае будет негативно влиять на доходы российского бюджета.
Яшчэ один момант вот звязаны с валютами. Я просто процитую, можа я помыляюся, таму я вот вашего комментария и чакаю. Читаю навіну. Нацбанк обнародовал разлики расчетные величины стандартного риска, вот так это гучыць, на снежень. Размова про процентным столе по банкаўскіх крэдытах у першую чаргу на нерухомасць. Нагадаем, запазычанасць беларусаў перад банкамі ставіць рэкорды, а Нацбанка эксперты бачаць у гэтым рыск для нацыянальной валюты. Можем записывать, то есть якія рызыкі, и ці можем записывать другим пунктам, як вот наши, так сказать, думки про тое, что уплывае на курсы валют. Тут знаете, что риск, во-первых, не только в отношении национальной валюты, а риск вообще в целом для банковской сферы, для всей в Беларуси. В качестве риска для национальной валюты, конечно, это такой проинфляционный фактор, потому что большое количество выданных кредитов, они влияют на внутренний спрос, то есть стимулируют внутренний спрос и потребительскую активность, когда у людей появляется больше доступных денег в виде кредитов, овердрафтов, там, чего угодно. Они идут тратить эти деньги. То, что касается как раз-таки там недвижимости, да, и вот этих расчетных рисков. Это уже не первый раз изменение этих расчетных рисков. И последний раз, когда они принимали изменения, это, по-моему, либо июль, либо август месяц был. К сожалению, это никакую роль не сыграло в отношении потребительской активности, в отношении рынка недвижимости, и мы видели и в августе, и в сентябре рекордное количество сделок на рынке недвижимости. Пусть в сентябре там произошло небольшое замедление по сравнению с августом, но все равно количество сделок было рекордное по отношению даже за последних там 10 или 11 лет, да, когда ведутся это статистика, да, когда начала свестись. Поэтому навряд ли эти меры Нацбанка, то есть такие мягкие меры, в которых, скажем так, Нацбанк знает, что они не приведут к каким-то результатам, но что-то предпринять он должен для того, чтобы остановить перегрев экономики. Ну и да, это является проинфляционным фактором, и в том числе давление на валюту, на курс валюты, да. Ну, уже раз мы все ж таки так хочешь не хочешь, подошли до этой темы, давайте тогда ваш анализ. Что отбывается с курсами валют? З-за чаго? Вот я читаю такие крикливые заголовки про гістарычны максимум, там бьет рекорды и все такое. Наколькі яны апраўданыя, наколькі трэба гэта ўся ситуация страшная и трэба бояться. Я разумею, что бегчы некуды там у бок обменника уже поздно, як любіў казаць Іосуп, але ўсё ж таки вот ваш анализ того, что отбывается. Я бы сказала не поздно, а наоборот, я бы сказала, рано. Бежать нужно было раньше, но и сейчас еще не поздно. Вот так. Потому что все тенденции показывают, что курс доллара будет продолжать расти. Не будет у нас каких-то резких скачков. Возможно, конечно, эти скачки мы увидим после выборов, которые пройдут в январе месяце. И после, возможно, плюнут на этот валютный курс условно и не перестанут его поддерживать, сдерживать там и отпустят, и мы увидим какие-то резкие изменения. Но пока что рост курса идет, он основан на том, во-первых, у нас доллар как мировая валюта укрепилась по отношению ко всем валютам после выборов в США, потому что политика Трампа является проинфляционная, да, если в случае повышения инфляции ФРС вынужден будет повышать ключевую ставку, в таком случае доходность по гособлигациям США вырастает, инвесторы предпочитают инвестировать в эти гособлигации, тем самым укрепляя доллар на мировом рынке. И это в том числе тоже влияет на изменение курса. Плюс ситуация в России. Мы видим рекордное
скажем так, за последний год падение российского рубля по отношению к доллару. Это тоже связано с изменением на мировом рынке доллара. Это связано с тем, что на протяжении августа и сентября инвесторы выводили свои активы, иностранные инвесторы, да, из России, потому что санкции, которые были введены против Мосбиржи, начали полноценно действовать в конце сентября только. И, то есть в октябре мы уже увидели результаты всего этого и в ноябре. Ну и в целом, да, то есть российский рынок на нас очень сильно влияет, потому что мы завязаны и внешней торговлей на них, и в валютной корзине у нас российский рубль преобладает, плюс изменение доллара на мировом рынке, и плюс огромный дисбаланс внешней торговли внутри Беларуси. И это, конечно, вот в совокупности просто кричит о том, что курс доллара будет продолжать расти. Возможно, он начнет активнее расти к концу года, но я не думаю, что власти до выборов будут допускать какие-то резкие колебания, резкие скачки, типа там сегодня 3-4 курса, завтра 7. Я уверена, что такого не будет, что до выборов будут предпринимать меры по валютным интервенциям, то есть по поддержанию курса с помощью золотовалютных резервов. Плюс у нас есть еще такой момент сейчас. Валюта у нас, курс валюты формируется на основе спроса и предложения на рынке. И как раз-таки за 9 месяцев у нас сформировалось чистое предложение валюты на рынке за счет того, что физлица продавали, выступили чистыми продавцами валюты, и физлица, банки и нерезиденты создали такое предложение валюты, которое смогло перекрыть огромный спрос со стороны юридических лиц на эту валюту. И поэтому пока что за счет этого курс может плавно идти вверх без резких скачков. То есть это поддерживает более-менее стабильно курс белорусского рубля. Но, как я уже сказала, все предпосылки к тому, что курс будет дальше расти, просто будет плавно расти. Да? И в обменник бежать не поздно, а в любом случае покупать валюту нужно всегда, пусть и небольшими какими-то суммами, но если есть возможность, то лучше инвестировать в иностранную валюту и хранить свои сбережения в этом. Я давайте вот буду такие удакладненні я тут сабе пазначыў і по ходу по чарзе. Таким чынам да выбораў вы такого рэзкага нічога не прадбачыце, тому что будуць падтрымліваць, может быть 10 штучна, але падтрымліваць, калі і будзе рост, то плаўны і паступовы, а пасля выбораў. А вот после выборов что будет? Очень сложно сказать, потому что тут тоже много факторов, которые будут влиять на ситуацию внутри страны. В первую очередь, естественно, это война в Украине и развитие ее. Да? Будет ли это эскалация, в связи с чем белорусские производства вынуждены будут наращивать производство и продавать больше на экспорт и зарабатывать на этом, либо наоборот, пройдут какие-нибудь мирные переговоры и военные действия остановятся. В этом случае у нас половина обрабатывающей промышленности просто остановится и сократится экспорт, что тоже будет очень сильно влиять негативно на ситуацию на валютном рынке. Второй момент — это что будет происходить в России, потому что стагфляция, как один из самых оптимистичных сценариев, все равно свидетельствует о том, что импорт из Беларуси, белорусских товаров в Россию будет сокращаться. И это тоже будет негативно влиять на внешнюю торговлю и будет формировать еще больше дисбаланс. Плюс, что будет происходить с ценами? Будет ли регулирование цен продолжать действовать в том же формате, как и сейчас? Либо после выборов его отменят полностью, либо ведут послабления для каких-то определенных видов товаров. То есть это тоже все будет влиять на то, насколько изменится
изменятся цены внутри страны, и, естественно, это будет тоже влиять на валютный рынок, потому что сколько нам будет стоить импорт в итоге, да, завозить товары, смогут ли на этом импортеры зарабатывать или не смогут, сколько им для этого потребуется валюты, то есть тут множество факторов. Очень сложно сказать, что будет после выборов, потому что непонятно, куда, в каком направлении властям придется направлять деньги из госбюджета, деньги из золотовалютных резервов для поддержания экономики. То есть все зависит от множества внешних, в том числе геополитических факторов. Мгм. Вот мы зразумелая кожнаму чалавеку тэма гэта курс валют, змены курса валют. А яшчэ ёсць такая тэма, якую мы ў прынцыпе как бы не звяртаем на яе ўвагу, но як мне падаецца, яна таксама вельмі важная, калі кажуць пра магчымую дэвальвацыю нацыянальнай валюты. То есть вот, ну думают, галоўны курс долара, а что там типа там с нашим рублем, ну що з яго возьмешь. Але як вы думаете, гэта звязана ці вот как бы в принципе курс долара это тое ж самое, только другой мова сказано, дэвальвацыя рубля нацыянальнага, ці вот что чакаць беларускаму рублю? Ну, что касается девальвации рубля, это не то же самое, что курс доллара, однозначно. Девальвация рубля, она должна происходить по отношению ко всей корзине, да, фактически. То есть ситуация будет плохая, и это можно будет назвать девальвацией белорусского рубля, серьезно, когда у нас начнется снижение рубля, стоимости нашего рубля по отношению ко всем валютам внутри корзины. Причем такое, ну, резкое снижение, если мы увидим. Тогда мы будем говорить о девальвации белорусского рубля. Можно ли считать изменение курса доллара сейчас как индикатор девальвации? Ну, да, в какой-то степени однозначно да. Но нельзя сейчас утверждать, ну, допустим, если мы смотрим на курс, кросс-курс российского и белорусского рубля, то мы увидим, что белорусский рубль, наоборот, укрепляется по отношению к российскому рублю. То есть тут такая ситуация, надо наблюдать за всей валютной корзиной. Мы пачалі сваю размову с гандля, як вот там за мяжу гандлююцца беларускія тавары с аднаго боку, з другого боку, што ёсць перакос, і мы шмат у Беларусі шмат вымушаныя закупаць з-за мяжы розных таварах. Адпаведна, ну гэта прыводзіць да скарачэння, умоўна кажучы, валютнай масы. То есть вот ці можна чакаць, што вот вы прыйшлі в абменнік, а долараў няма? Можно было бы такого ожидать, если бы у нас не был другой фактор, а как раз-таки то, что у нас население выступило чистыми продавцами и продало рекордное количество валюты там в августе и в сентябре месяце. И это в первую очередь связано с тем, что сейчас в связи с нестабильной политической, геополитической ситуации люди, и вот, возможно, не то что недоверием к доллару, а к нестабильности и изменению курса доллара вообще во всем мире в связи с выборами и со всем происходящим, люди предпочитают сейчас инвестировать в недвижимость. То есть недвижимость рассматривается в качестве способа сбережения своих накоплений. И как раз-таки для приобретения этой недвижимости необходимо продать свои валютные сбережения, да, принести их в обменник, и за белорусские рубли уже купить недвижимость. И вот это формирует сейчас огромное предложение на рынке валюты, которое, вот, как я уже сказала, оно перекрывает спрос со стороны юридических лиц, которые завозят импорт. Будет ли в дальнейшем дефицит валюты? Скорее всего, мы можем к такому прийти, но я думаю, что до выборов Нацбанк будет регулировать это с помощью валютных интервенций. То есть продавать больше валюты просто будет на рынке для того, чтобы сформировать это предложение. Ваша оценка, наколькі ўсё ж таки ну правильно разважаюць люди, я не ведаю, кому они там давяраюць, суседу по подъезду больш там ці читаюць The Economics, там что-нибудь вот такое. Все ж таки, першае, гэта недавер да валюты, да того ж самого доллара, наколькі ён апраўданы у беларускіх рэаліях, і другое, ці апраўданае укладанне, выманне з долараў са сваіх матрасаў і укладанне іх у нерухомасць.
Такой тяжелый вопрос, потому что я бы, допустим, однозначно не вкладывала в недвижимость в Беларуси, пока есть угроза прямых военных действий на территории Беларуси, либо ввязание, да, Беларуси в войну, да, ну, какое-то развитие, непонятное развитие этой ситуации, и которое может затронуть территорию Беларуси. Но при этом однозначно люди, которые живут в Беларуси и не собираются оттуда уезжать. И давно либо мечтали улучшить свои жилищные условия, либо у них были какие-то сбережения накоплены для того, чтобы куда-то их инвестировать. Сейчас наилучший был момент, потому что доходы людей выросли, потому что выросли зарплаты. Были очень привлекательные ставки по кредитам. И плюс, если у вас есть какие-то сбережения, то это было лучшим моментом для того, чтобы приобрести недвижимость в Беларуси. Сейчас, конечно, сложно говорить о том, что это выгодно, потому что цены у нас достигли рекордных значений. Там 1600 за однокомнатную квартиру, за 1600 за квадратный метр. Это огромные деньги, которые были последний раз там, в 2011-2012 году, такие цены наблюдались. И сейчас нельзя сказать, что у нас рынок для покупателя, сейчас рынок для продавца. И покупать сейчас невыгодно недвижимость. То есть наоборот, нужно выжидать, когда спрос снизится, а предложение будет превышать спрос, и тогда цены пойдут вниз. Но вот в совокупности факторы, которые способствовали принятию решений для белорусов купить недвижимость, я абсолютно оцениваю как вот если бы я жила в Беларуси и понимала, что я оттуда не буду уезжать, не собираюсь, то, возможно, я бы тоже такое решение приняла приобретать недвижимость. Что касается недоверия к доллару, я не думаю, что у нас, у населения возникло недоверие к доллару. Просто они не стали инвестировать в какую-то другую валюту. Да? Просто вот сложилось течение обстоятельств такое, когда люди увидели возможности приобрести недвижимость, более выгодный вариант для себя, для своих сбережений, чем просто их хранить под подушкой в виде долларовых купюр. Условно. Ну вось на сёння, калі мы маем уже такія цэны на квадратны метр, як вы агучваеце, калі мы бачым перспектыву росту курса долара, ну і ўвогуле валют, што вы параеце рабіць тым, у кого ёсць умоўна лишние рубли? Покупать валюту, конечно, иностранную валюту, пусть это будет не только евро, да, пусть это будет разная валюта, но кроме российского рубля, но покупать, да, евро, доллары. Покупать. Агулам, як вам падаецца, вот все тое, что мы зараз прагаварылі, опісалі, як вось гэтыя змены і курса доллара, і там с гандлем, і с рублем, там по пагрозамі дэвальвацыі, недэвальвацыі на кошты на товары унутры краіны, як паўплываюць? Отрицательно, естественно. Мы сейчас видим, да, ситуацию в Беларуси. У нас действует регулирование цен. Инфляция по итогам октября составила 5,9%. Пусть она там в прошлом месяце она была 6,1%, сейчас 5,9%, небольшое снижение, но продукты питания у нас в годовом выражении инфляция больше 7%, да, рост по продуктам питания. И что, если посмотреть подробно детализированный индекс потребительских цен, на какие виды товаров у нас возросли цены, то увидим, что у нас мясо, молоко, все, что касается животноводства, прибавило более 1,5%. Это месяц к месяцу, то есть в октябре по отношению к сентябрю месяца. Кофе, шоколад, помидоры, перец, все, что мы завозим. А то, что касается животноводства, у нас-то вообще огромные проблемы. У нас снижение поголовья скота происходит. Вообще за время правления главного хозяйственника страны у нас вообще поголовье скота сократилось почти на 25%. Мы сейчас видим, что скот умирает. И в принципе, да, когда мы говорим о том, что мы производим белорусское мясо, белорусское молоко. Люди не понимают, что для того, чтобы вырастить животное в Беларуси, нужно купить на Западе лекарство, которое будет
избавлять от болезни это животное. Нужно будет закупить добавки к кормам, чтобы это животное росло здоровым там и не больным. И это все стоит денег. И стоит сейчас это намного дороже для нас, чем раньше. И это все является тоже проинфляционным фактором. То, что касается импортных товаров, ну, мы действительно видим, что у нас там и кофе, и шоколад, и помидор. В общем, то, что мы завозим, все дорожает, и это не поддается регулированию цен. То есть регулирование цен на импортные товары, оно действует, но абсолютно ограниченно. То есть если у вас цены импортеров вырастают, то цены на внутреннем рынке тоже вырастают. Плюс у нас есть фактор активизации потребительского спроса. То есть людям дают больше зарплаты, людям дают дешевые кредиты. И что люди идут делать? Они идут и покупают в магазинах, то есть формируют дефицит товаров. Когда у нас есть дефицит товаров, цена на товар будет расти, неважно, будет регулирование цен или не будет регулирования цен. Поэтому, конечно, мы сейчас наблюдаем рост цен на белорусские, на импортные товары, на все товары, при том, что у нас существует государственное регулирование. Когда регулирование цен отменят, то мы увидим, конечно же, двузначное значение по инфляции. И вот этот проинфляционный навес, который формировался с 2021 года, он будет себя проявлять во всей красе, скажем так. Но даже без отпускания цен мы наблюдаем рост, и то, что у нас как раз-таки государственное регулирование цен и инфляция ниже, чем, допустим, в России, это тоже негативно влияет на то, что мы закупаем у России сейчас тоже в том числе много импорта, и цены тоже будут расти на эти товары. Поэтому, конечно, все, что происходит сейчас в экономике, это является проинфляционным фактором, и перегрев экономики, который не собираются власти пока затормаживать, это тоже является серьезным, скажем так, подготовкой для того, чтобы люди пошли и скупали еще больше и больше. Да? И это в том числе приводит к росту цен. Тут это такой замкнутый круг, который сами же власти создали, и сейчас какие угодно меры можно предпринимать, но, к сожалению, рост цен не остановит это. Я нагадаю нашим слухачам и гледачам, что з нами на сувязі у сваёй рэгулярнай аналітычнай праграме магістрка эканомікі Аліса Рыжыченко. І, дарэчы, я хацеў бы зрабіць аб'яву для ўсіх наших слухачоў і гледачоў, асабліва для прыхільнікаў праграмы з нашай рэгулярнай гаспадарыняй Алісай, што апроч таго, што яна выступае тут у нас, ну, відаць, раз на 2 тыдні ёй падалося мала, не паспявае ўсяго сказаць, і таму яна адкрыла, распачала, завяла свой YouTube канал. Спасылачка на гэты YouTube канал ёсць у апісанні нашага стрыма, але я папрашу нашага СММщика, каб ён далучыў яшчэ спасылачку і у каментатарскую. Так што глядзіце, заходзьце і слухайце часцей спадарыню Алісу. Ну і каб не пропусціць, подписывайтеся на яе YouTube канал і, безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце, расшэрвайце, каб як мага больш людзей чула вось гэтыя выдатныя прагнозы. Тым больш, што я так разумею, ваши прогнозы, якія вы яшчэ колькі месяцаў таму давалі, што вось гэтыя радасныя рассказы про тое, что люди стали получать большие заробки, зараз как бы жыццё наладзіцца і гэтак далей, а вы казалі, что гэта хавае ў сабе толькі будучыя праблемы, гэта не ўсё так добра, як можа показацца сёння, калі вось вы прыйшлі ў бухгалтерыю, атрымалі грошай, подумали: вау, спраўджваюцца. То есть вот такие першие, кажуть, ластаўкі прилетели. Да, именно так. Мы это все наблюдаем в изменении курса валют, в изменении цен, в дисбалансе внешней торговли. Мы все это видим, что для того, чтобы
скажем так, поддерживать тот рост зарплат средств не хватает, и при этом этот же рост зарплат приводит к тому, что закупать импорта нужно еще больше, и вот этот замкнутый круг, он просто в итоге все равно влияет на то, что доходы людей будут в результате все равно снижаться. Вне зависимости от того, насколько их повышают, инфляция будет съедать это повышение. Два моманты яшчэ, якія я хацеў бы ваше меркаванне пачуць. Ну гэта ўжо не можем абысці, ўсё ж таки такія часам трэшовыя заявы наших беларускіх чыноўнікаў. Пачнем з Лукашэнкі, які заявіў про тое, что расказваючы про там, чым павінны займацца старшыні там рай выканкамаў, казаў, ну вот яны павінны яшчэ і прызначаць дырэктараў у прыватныя розныя прадпрыемствы і установы. То есть вот гэта як? Гэта новая форма вот нейкай такой экспроприации ці что? Да, это национализация частного бизнеса, передел рынка, как угодно можете это назвать, да, я бы назвала это больше, конечно, переделом рынка, потому что сейчас будет проходить ревизия всего частного бизнеса в Беларуси. Когда в экономике дела плохи, Лукашенко и так неровно дышит к частному бизнесу, в кавычках, да, то есть они ему не дают спать спокойно, потому что это свободные, независимые финансово люди, а еще и не платят ему откаты в тех объемах, как ему хотелось бы. Вот. Конечно, сейчас будет проходить ревизия всего частного бизнеса, будет выясняться, кто повышает цены, кто не повышает, кто слишком много зарабатывает. И для того, чтобы проводить эти ревизии и выяснять, какие ниши хорошие, которые приносят деньги, где можно еще заработать, какие плохие, где можно выжать из предприятия деньги на какую-нибудь поддержку там, я не знаю, какого-нибудь упадочного колхоза или там на строительство детского садика, на которое не хватает в госбюджете. То есть сейчас будет, скорее всего, мы увидим это. Я почему-то склонна верить вот в эти вот заявления. Будут какие-нибудь назначаться люди, возможно, это будут даже силовики, которые будут принимать решения, как управлять бизнесом. Но проблема в том, что силовики не умеют управлять бизнесом. И если бы они это умели, они были бы не силовиками, а бизнесменами. Они не умеют управлять бизнесом, и если этот бизнес не будет передан, скажем так, в руки тех людей, которые готовы платить откаты Лукашенко, готовы там поддерживать госбюджет в виде каких-то, скажем так, взносов в фонды спортивные или еще куда-то там. То есть тут два варианта. Либо предприятие будет национализировано, и в итоге будет обанкрочено и приведено в упадческое состояние, потому что силовики не в состоянии нормально управлять предприятием и бизнесом. Либо оно будет передано тем, кто является выгодополучателем конечным, да, многих бизнесов, монопольных бизнесов в Беларуси, и которые готовы делиться с Лукашенко этими деньгами. Ну что ж, яно вечная класіка, калі чарговая вот такая вот спроба, а потым садятся и там пропал Калабуховский дом, да? Значит, вот... А что же нам теперь делать? А кто же виноват? Ну, это все вот эти вот альбо сбеглые, альбо вот как бы это натовские, или как там эти жидомасоны, и кто там еще у них есть там эти... Короче, хватае ворагаў. І вот, дарэчы, пра ворагаў таксама кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі Круты заклапаціўся тым, што з рэгіёнаў, з раёнаў бягуць людзі. Колькі ён там сказаў, зараз тут пагляжу, ці лічбу я там, карацей кажучы, штосьці там вялікія на сотні людзей штогод з'язджаюць з раёнаў і, маўляў, што з гэтым рабіць. Тут тое ж самае, як вот с прыватнымі прадпрыемствамі, здолее што-небудзь зрабіць. У чым прычына? То есть тое, што как бы людзі працягваюць з'язджаць з Беларусі, ну гэта ўжо тут що ж зробіш. А вот тут нават з рэгіёнаў, гэта вот гэта прыкмета чаго?
Это свидетельство эффективной политики Лукашенко по уничтожению белорусского населения, перспектив для белорусского населения и по уничтожению белорусского бизнеса. Это причинно-следственная связь, абсолютно предсказуемая, потому что регионы, особенно где нет никаких градообразующих предприятий, они выживали за счет малого частного бизнеса. То есть фактически ИПшники, которые там работали, формировали налоговые поступления, формировали рабочие места. Их и так было немного, потому что условия для работы были ужасные, да, в регионах. Работы такой вот условно наемной в регионах нету, потому что нету крупных предприятий, а работать рабом за 400-600 рублей в месяц, который ты не можешь даже одного себя прокормить с учетом сегодняшних цен, ну, люди просто-напросто отказываются это делать и не собираются, не видят никаких перспектив. Часть людей уезжает с регионов в столицу, часть или в областные города, и часть людей уезжает просто-напросто из Беларуси. То есть это свидетельство того, вот той политики по уничтожению бизнеса, которую ведет Лукашенко. Что с этим делать? Уходить Лукашенко в отставку. Вот только это поможет. И, в принципе, изменения и структурные реформы всего правительства, да, и всех направлений, в том числе, в первую очередь, экономики, да, белорусской. Ничего пока в данной ситуации, ничего чиновники не смогут изменить, потому что сколько они раз тыкались, мыкались, пытались изменить ситуацию в регионах, но пока они не сделают децентрализацию бюджета, чтобы регионы сами могли распоряжаться своими деньгами, которые приходят к ним в бюджет, и решать, на что их тратить, никаких изменений в регионах не будет. Потому что сейчас происходит так, условно, Новополоцк, где работает Нафтан, зарабатывает деньги, отправляет эти деньги в Минск, а Минск решает, сколько потом Новополоцку выделить денег. И по факту Новополоцк ничего не получает, что он там зарабатывает. Те люди, которые работают на предприятиях, имеют только, ну, более-менее хорошую зарплату. Но сам город фактически, да, никакой социальной поддержки с того, что у них работает один из крупнейших НПЗ в стране, никак не ощущает этой поддержки, потому что все деньги уходят в Минск. И то же самое происходит с другими регионами. Поэтому вот эта проблема централизации государственного бюджета, она, как и отсутствие местного самоуправления, это, в принципе, такой корень проблем того, что происходит в регионах уже на протяжении долгих лет. И это изменится только в случае, если проведутся структурные реформы. Ну вот вы вот адразу так сходу у адстаўку сыходзіць, вот ампутацыя і ўсё. А яны вот придумали свой ход. Зараз вот не хапае людзей, зараз прыстроіць усіх, пераловіць і прыстроіць да працы, да станкоў усіх дармаедаў, туніяцаў, вот і ўсіх астатніх, і ўсё, і будуць вырашанае пытанне, будуць людзі працаваць, как это, кармавая база ізноўку пашырыцца, і будуць нармальна яны жыць. Ничего не изменится, потому что белорусы, как и Лукашенко, очень адаптивны. И на все меры со стороны чиновников как-то закрутить гайки для людей, они придумывают антимеры, придумывают способы, которые позволяют им не быть тунеядцами, числиться где-нибудь на 0,25 ставки за копейки, но при этом не работать, или там оформлять себе инвалидность, которой не существует. Да множество факторов люди придумывают. Ну, такая ментальность у всех, у большинства белорусов. Они научились, привыкли жить при этой власти, которая меняет постоянно правила игры. И люди очень адаптивны в этом плане. И никакие меры не приведут к тому, что они сейчас возьмут и трудоустроят всех тунеядцев. Куда они их трудоустроят? На вакансии, где зарплата 800 рублей или 600 рублей. Ну, трудоустроят, но человек через 2 недели соберется и уволится.
из того же ЖКХ там или еще откуда-нибудь, и снова появится эта вакансия. Плюс какие они меры предпринимают? Они уже даже пенсионерам разрешили получать полную пенсию, если они выйдут на работу. Но это все равно даже не закроет даже десятой части тех вакансий, которые есть на сегодняшний день. Более 160 тысяч вакансий в Республиканском банке вакансий. Более 1500 вакансий новых появляется ежедневно в этом банке вакансий. Последние меры, которые предпринимали власти по поводу, чтобы как-то справиться с дефицитом кадров и с тунеядством, они устроили ярмарку вакансий, где было представлено 200 вакансий, да, со средней зарплатой 1000 рублей. Не все эти вакансии были заняты на этой ярмарке. Ну, то есть нужно понимать масштабы дефицита кадров и масштабы, которые могут решить те меры, которые они предпринимают. Ну что ж, на жаль, трэба нам уже развітвацца. Тым не менш, я, па-першае, вельмі дзякую спадарні Алісе, што яна працягвае з намі супрацоўнічаць. А вось показываю, як выглядае яе старонка на YouTube канале. YouTube канал Аліса Рыжыченко знайсці вельмі проста, асабліва з улікам того, што спасылачка на гэты канал ёсць у апісанні нашага стрыма. Так што заходзьце і будьце заўсёды ў курсе, каб ведаць, куды бегчы, калі бегчы, у што ўкладацца і якіх рызыкаў варта пазбягаць. Дзякуй вялікі. Аліса Рыжыченко, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся на абодва наших канала эканамічных, можна сказаць. Ну і расшэрвайце. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дякую. До побачення.